Ахмед Байтурсынов – поэт, ученый, тюрколог, переводчик, педагог, публицист, общественный деятель. В свое время он стал жертвой несправедливости, сталинских репрессий. Его имя не занимало достойного места в истории Казахстана. Лишь сейчас, в условиях перемен, когда устраняются белые пятна в истории, народу возвращены именно таких его деятелей, как Шакарим Кудайбердиев, Ахмед Байтурсынов, Махжан Жұмабаев, Жусупбек Аймауытов, Маржаков Дулатов. Ахмед Байтурсынов – основатель казахской партии «Алаш» 1917 года, автор казахского алфавита, ряда учебников для обучения детей родному языку. Его именем названы улицы во многих городах Казахстана. Именем Байтурсынова назван Костанайский государственный университет. Выпущена почтовая марка Казахстана, посвященная Байтурсынову в 2005 году. Ахмед Байтурсынов родился 28 января 1873 года в Тасынской области Тургаенского уезда. Его отец был человеком, независимым и гордым. Отец Байтурсынов считался потомком народного батыря Мбитея, был храбрым, умным человеком с чувством собственного достоинства, не мирившимся с производством и бесправием в казахских аулах, часто вступавшим в конфликты с местными феодалами и царскими властями. В 1885 году Байтурсын и его брат были осуждены на 15 лет и сосланы в Сибирь за то, что разбили. Ахмед обучался грамоте у аульных му. После окончания русско-казахского училища он поехал в Оренбург и поступил в школу казахских учителей. В 1895 году до 1909 года преподавал в аульных волостных училищах Актюбинска, Кустанайского и Каркалинского уезда. Ахмед Байтурсынов вступил на путь политической деятельности в 1905 году. Он был одним из авторов Каркалинской петиции, подписанной в 1905 году на ярмарке Куянджи. В Каркалинской петиции поднимались вопросы внесения изменений в местное управление, судебную систему, образование согласно интересам казахского народа, вопросы свободы и чести, свободы вероисповедования, выпуска газет без цензуры, разрешение открытия типографии, а также обновление степного положения в интересах казахского народа. Газета просуществовала 5 лет, до осени в 1918 году. За это время она стала главным национальным общественным, политическим, научным, литературным изделием. Байтурсын Улы написал ряд учебников для обучения казахских детей родному языку. Среди них учебное пособие 1912, пособие по языку, 1914 азбука, 1924 новая азбука, 1926 по 1928 и методическое пособие Баянши, 1926 год. В те годы он писал стихи и сделал перевод из русской классики, в частности, произведений И.А. Крылова. Сборник 40 басен А. Байтурсынова увидел свет в 1909 году в Петербурге. Он принес ему известность поэта, переводчика и человека, болеющего всей душой за народ. Сборник стихов «Комар» выпускался отдельными изданиями в 1911 и 1914 годах в Оренбурге. В
1920 году был арестован Ахмед Байтурсынов. Он был выслан в Архангельск, а жена с дочкой Шелпан в Томскую область. Но в 1934 году по ходатайству Пешковой, работавшей тогда в комиссии Красного Креста, Ахмед Байтурсынов был освобожден. Однако в октябре 1937 года он был снова арестован и расстрелян. Только спустя полвека справедливость восторжествовала. В 1988 году советским судом он посмертно оправдан за отсутствие состава преступления. Такова была тяжелая судьба одного из ярких представителей культуры казахского народа. Стихотворение «Дети». Дети, иди учиться, посмотри на кровать, прими душ, оденься быстрее. Солнце светит в окно, ни человека, ни птицы, ни зверя. Без работы нет ни одного человека. Слышно карканье, белка звенит желтым. Рыбаки смотрят на реку, звук урожая был слышен в лесу. Ей-богу, книга в ваших руках. Его слуги были ленивы и не нравились Богу. Рука на одном рукаве, на другом слово. Мы пришли с 6 болезнями. Ролик как могучий текст. Будьте осторожны, осторожны, сказали мы. Обращаясь в своих произведениях к молодежи, Ахмед Байтурсынов отметил, что для саморазвития необходимо стремиться к самодостаточности. Он говорит, вы должны быть образованными, богатыми и сильными. Вы должны учиться, чтобы получить образование. Вам нужна профессия, чтобы разбогатеть. И чтобы быть сильным, нужно единство. Молодежь является надеждой на лучшее будущее народа. Новое поколение должно находиться в руках обученных по-новому учителей. У них свежие мысли и знания. Поистине выдающийся поэт и просветитель оставил за собой огромное наследие, благодаря которому будут воспитаны целое поколение.